Проект исследования и популяризация документальных материалов по истории и кинематографии в Абхазии стартовал в июле прошлого года. За это время историком кино Ритой Пацией была проделана колоссальная работа по изучению архивных материалов, связанных с историей развития кинематографии в Абхазии. Главная задача проекта – найти материал, изучить и популяризировать его. За это время в Российском архиве кинофотодокументов было найдено 6 фильмов 20-30-х годов прошлого века, таких как «Абхазия», «10 дней в горах», «Орденоносная Абхазия», «Через лесную дорогу», «Джа-Иляу», «Лавры мисс Элен Грей». Копии фильмов были приобретены при поддержке развития программы ООН в Абхазии. Все эти картины представляют собой историческую ценность. Проект делился у нас на две части. Первая часть практическая, вторая была уже связана с тем, что мы знакомили с теми материалами, которые мы изыскивали в архивах. Архивы, в основном, в которых проводились исследования, это был архив кинофотодокументов город Красногорск, архив литературы и искусства, Госфильмофонд России. Предполагавшиеся материалы мы нашли, какие-то материалы, о них мы узнали впервые. Одна из главных тем проекта – 120-летие со дня рождения первого абхазского кинооператора, кинорежиссера Виктора Патейпа. В процессе работы проекта было найдено 4 фильма Виктора Патейпа, 2 из них удалось приобрести, в частности «Через лесную дорогу» и «Джа-Иляу». Также в российских архивах кинофотодокументов были найдены работы первого абхазского киносценариста, кинорежиссера Михаила Лакарба. Впервые, может быть, мы громко сказали о том, что Михаил Лакербай был профессиональным кинематографистом, причем первым абхазским профессиональным кинематографистом. Нам повезло найти картину, в которой он был не только сценаристом, но и кинорежиссером. Эта картина называлась «Лавры мисс Элен Грей», в котором он работал с замечательным составом творческим, в числе которых был и Юрий Андреевич Желябужский и другие. Картину «Лавры мисс Элен Грей» спустя 80 лет могли видеть студенты Абхазского государственного университета. По словам Риты Пацией, за время работы проекта было найдено много нового. Появились темы, которые представляют собой огромный интерес для дальнейшего изучения. В результате этого проекта появились новые темы, которые вообще совершенно не ожидали. То есть одно дает начало другому. Новой темой я назову изучение синематографов Старого Сухума, который в разработке, который сейчас получил какой-то толчок. И появилось ряд тем по фотографии, которые я совершенно не ожидала. Мне показалось интересным изучить тему фотографии Константина Ковача, очень неожиданно рассказывающий об этнографии Абхазии, о долгожителях, которые записывали. В общем, очень интересные фотографии. Интересными показались фотографии абхазской сотни дикой дивизии, сделанные братом царя. Возможно, есть среди них абхазский материал, вот из сделанных им. Начало съемочного процесса в нашей стране отсчитывается с 1911 года, а фотографии в Абхазии появились еще в конце прошлого столетия. Изучение материалов по истории кинематографии в Абхазии имеет огромную значимость, так как они являются историко-культурным наследием республики. Гугут Савардани, Ильдар Дамиров, Абхазское телевидение.